В Якутии участились случаи укусов клещами. На начало месяца было зарегистрировано 464 эпизода. Часть из них приходится на завозные случаи. Как не попасть в статистику и что делать, если клещ все-таки укусил, расскажем далее. Почти 500 человек стали жертвами клещей с начала сезона. Насекомые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний – клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза или болезни Лайма, анаплазмоза и эрлиоза. Если вовремя не получить серопрофилактику иммуноглобулином, то риск развития осложнений заметно вырастет. 75% где-то укусов – это в основном в 4 районах регистрируется. Это Алданский, Нернгринский, Люкминский и Ленский район. 147 ранее привитые и более 200 человек получили серопрофилактику иммуноглобулином против клещевого энцефалита. На сегодня также привито против клещевого энцефалита по республике в целом более 15,5 тысяч человек. И обработки идут у нас в целях уменьшения количества клещей. Обработано более 172 территорий мест массового пребывания населения, в том числе территории летних оздоровительных лагерей. Если же клещ все-таки укусил, необходимо оказать первую помощь и доставить насекомого в медицинское учреждение при обращении за медпомощью, филиалы Центра гигиены и эпидемиологии в районах, лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии по адресу Аюнского, 9, после чего клеща исследуют врачи Роспотребнадзора и в течение дня дадут свое заключение о его заболеваемости. По клещам сначала поступают в лаборатории данные пробы, и они сортируются врачом-энтомологом. Она определяет вид клеща и дальше отправляет на исследование. Методом иммуноферментного анализа мы определяем содержание антигена вируса клещевого энцефалита. Методом ПЦР определяем содержание РНК вирусов, передающихся иксодовыми клещами. Методом ИФА уже за 2,5 часа можно определить ответ и дать протокол исследования. Методом полимеразной цепной реакции чуть дольше, 3,5 часа. Роспотребнадзор выпустил памятку, как защитить себя от клещевого вирусного энцефалита. Голова и шея обязательно должны быть закрыты. Рукава обязательно длинные. Использовать отпугивающие средства, репелленты. Носить светлую одежду. Заправить рубашку в штаны, а штаны в носки и сапоги. Будьте внимательны. Нельзя садиться и ложиться на траву. Внимательно осматривать одежду и тело после прогулки. Проверить животных после прогулки. Не заносить в помещение свежесорванные цветы. Придерживаясь этих нескольких правил, риск укуса клеща пусть и не равен нулю, но сводится к минимуму. Вероника Тырская, Илья Сыромятников, Якутск.